Коми сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Но этой весной заболевания протекают непривычно. И это вызывает серьезные опасения у медиков. Болеют в основном дети. Маленькие пациенты поступают даже в реанимацию Республиканской инфекционной больницы. Что именно не так с, казалось бы, хорошо знакомым ротавирусом, узнала Виктория Палкина. Многодетная мама Людмила Русанова еще не отошла от шока. Кишечная инфекция застала ее семью врасплох. Заболели полуторагодовалые близняшки. И если одна перенесла заболевание легко, со второй пришлось ехать в инфекционную больницу. На 4-е сутки я поняла, что у ребенка появились признаки обезвоживания. Я приняла решение госпитализироваться вместе с ней. Нас тут же подключили по капельнице. И селение значительно через сутки стало лучше. Но нас еще продержали, мы были еще под контролем. Несмотря на то, что я уже рвалась, разумеется, уже быстрее домой. Каждый день дети с подобными симптомами поступают в приемное отделение Республиканской инфекционной больницы. Если за прошлый год с острыми кишечными инфекциями госпитализировали 184 пациента, то только за начало 2022 уже больше 250. Последний раз вспышка ротавируса в Коми была в 2018-м. И тогда тяжело болели малыши до 2 лет. Сегодня вирус стал коварнее для детей постарше. На отделение реанимации очень часто стали поступать дети от 4 до 6 лет. Именно за счет необезвоживания для детей раннего возраста характерно обезвоживание очень быстро, и они поступали в реанимацию именно с симптомами обезвоживания, очень быстро поправлялись, на фоне лечения. То сейчас это интоксикация, выраженная такой энцефалитическая реакция, нетипичное течение, то, что мы видели раньше многие-многие годы. Возросла нагрузка и на лабораторию Республиканской инфекционной больницы. И полученные результаты показывают, что в регионе циркулируют 2 штамма ротавируса. В большом количестве содержатся экспресс-тесты, которые в течение 20 минут уже могут дать конкретно ответ лечащему доктору, что именно вызвало заболевание у данного пациента, данную кишечную инфекцию. Пока врачи-инфекционисты борются с серьезным течением кишечных инфекций, в детских садах Сыктывкара начались сезонные карантины. Сегодня в столице Коми закрыты 18 групп в дошкольных образовательных учреждениях. В детских садах мы стараемся как можно раньше проводить карантинные мероприятия, разобщаем деток, чтобы инфекция внутри группы не циркулировала. Детский организм у нас ведь особенный. Среди детей чаще всего у нас при возникновении кишечной инфекции есть такое явление, как эксикоз, то это народе называют еще обезвоживанием. Поэтому, соответственно, чем раньше будет выявлен ребенок, чем раньше будет начато лечение, соответственно, тем мы быстрее предупредим развитие данного состояния. Помимо классических путей передачи для кишечных инфекций, водного, пищевого, контактно-бытового, через игрушки, посуду, полотенце, современный ротавирус освоил и воздушно-капельный путь. А еще он очень устойчив во внешней среде. И главное оружие в борьбе с этой инфекцией – только личная гигиена. А еще вакцинация, но делают прививку только младенцам до 8 месяцев. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.